Для обновления и модернизации речного флота Якутии в Жатае ведется строительство большой современной судоверфи. На сегодняшний момент здание верфи готово более чем на 70%. Идут отделочные работы, монтируется вентиляция. Впереди решение самого главного вопроса – оборудование для ремонта и производства судов. У нас три составляющие. Это федеральные деньги, республиканские и привлеченные средства. Привлечь средства мы смогли только в середине июня месяца. И на сегодняшний день идут торги по оборудованию. Но учитывая то, что произошло на сегодняшний день, некоторые позиции по оборудованию у нас они сложные. Заменить их ничем невозможно в России. Но мы работаем через Китай, через Турцию. При запуске предприятия его мощность составит до 10 речных судов в год. При этом на высокоточном оборудовании должны работать специалисты, которых набирают на верфь уже сегодня. Проблемы сегодня озвучиваются не только в плане строительства, но и проблемы уже озвучиваются в плане кадрового состава. Сегодня уже решается вопрос по кадровому персоналу, по кадровому составу. И сегодня, наверное, это важно. Почему? Потому что кто будет работать в этом цехе, что будет выпускать это. Конечно, линия модернизирована полностью, она в полуавтомате находится, которая будет полностью два этапа развития у этого судоверфи. Я думаю о том, что все-таки в 2025 году мы спустим на воду первый пароход. Строительство судоверфи, в числе прочего, должно помочь в решении вопросов с северным завозом. На сегодняшний день флот республики насчитывает единицы мелководных судов, способных ходить по малым северным рекам. Поэтому в их строительстве заинтересована не только республика, но и страна в целом. И проблемы, возникшие во время строительства, должны решаться в том числе и на федеральном уровне. Это удорожание, ковидные ограничения, теперь импортное завещание. И в этом плане, конечно, мы крайне заинтересованы, чтобы хотя бы по постановлению 1315 по удорожанию они были нам возмещены. Сегодня мы услышали, что этот вопрос будет рассмотрен и будет включен в постановление выездное. И надеемся, что это постановление будет выполнено. И члены республиканского правительства, и сенаторы Совета Федерации уверены в одном – начатую стройку необходимо завершать. Жатайская судоверфь – важный и нужный объект для экономики страны, и реализация проекта возможна только при совместной работе республики и федерального центра. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Жатай.